أوريك الحديقة غادي فيدي تسيني زي زا هذيك أتبردش. Очередной фейк на просторах интернета. Чуть больше недели назад в соцсетях появилась информация, что в горах компания отдыхающих разрушила стену одной из башен, чтобы соорудить себе мангал. Сотни комментариев и репосты. Резонансный случай не мог не отметить и исполняющий обязанности директора Джиракско-Асинского музея-заповедника Халид Хамхоев, подводя итоги прошедшего туристического сезона. Шашлыки, приготовленные на фундаменте нашей культуры, не более чем уловка, чтобы привлечь аудиторию в свои аккаунты, резюмирует руководитель заповедника. Касаемо разобранной постройки башенного комплекса, мы молниеносно отреагировали на эту информацию, и оказалось, что постройку никто не разбирал. Мангал был сооружен из тех камней, которые уже были обвалены. Как все знают, здесь находится администрация. Мы создали комиссию, и в составе комиссии туда выезжал и участковый, и администрация Джираха. Впрочем, такой счастливый конец в историях про горный вандализм встречается крайне редко. Чаще всего информация о проделках хулиганов подтверждается, как, например, на щите возле башенного комплекса Лейми. Из 15 века в 5 вандалы решили внести свой вклад и в историю Ингушетии. Видимо, согласно каким-то тайным исследованиям, непризнанные ученые решили, башни Лейми основали не в эпоху Возрождения, а в период заката каменного века. Там десятка снята и сзади единичка снята. Вот нам бы хотелось, если у кого-то есть информация, что они сделаны там, построены раньше, там позже, кто владеет информацией. Вот у нас есть это научно-исследовательские институты, там, допустим, институт имени Чаа Ахариева, есть управление культурного наследия. Есть правительство, есть администрация музея-заповедника и сам музей-заповедник. Вандалов очень много, да, среди молодежи даже просто они как-то отметиться хотят, не знаю, там здесь был Вася или там Петя, типа того-то. И начинают писать там на башнях, на стенах, бывает даже на информационных счетах тоже самое пишут. На сегодняшний день проблема вандализма в Джиракском районе стоит крайне остро. Люди разжигают костры прямо в башенных комплексах, оставляют отметки о себе на стенах башен. А в последнее время, рассказывает сотрудник охраны заповедника, появилась мода ночевать на вершине комплексов. И это при том, что башни и так нуждаются в реставрации. Многие из них находятся на грани разрушения. Неудивительно, что подведение итогов туристического сезона плавно превратилось в обсуждение сохранения нашего культурного наследия. В совещании принимают участие представители отдела туризма Министерства экономики Республики, руководство и охрана заповедника, старейшины и представители администрации Джиракского района. И в Америке, и в Европе там не то, чтобы заходить вовнутрь памятника истории, там вообще прикасаться не дают. Но там есть окошки, там есть дверные проемы, можно туда смотреть, глядеть, вокруг обойти. Согласно статистике, наибольший урон в горной местности наносят не приезжие туристы, а жители республики. Руководитель музея Халид Хамхоев выступил перед собравшимися с инициативой оградить проезд на машинах к башенному комплексу Вовнушки. Этот шлагбаум пока еще не установлен. Это вопрос только согласовывается с пограничной службой, с управлением культурного наследия правительства Республики Ингушетия и музеем-заповедником. Мнения на этот счет среди собравшихся разделились. Представители отдела по туризму считают, что это может привести к конфликтным ситуациям. Например, если сотрудники погранслужбы смогут проезжать на территорию комплекса, а местные жители нет. Вопрос об ограничении въезда на территорию комплекса будет еще тщательно прорабатываться. Но уже сейчас собравшиеся пришли к единому мнению, что в заповеднике необходимо установить камеры видеонаблюдения. В Вовнушке 4 информационных счета. 4. Там нельзя разжигать костры, там нельзя устраивать паркинги, там мусорить нельзя, там все написано. Ни один из приезжающих, ну я не скажу ни один, 75-80% приезжающих посетителей, гостей, там, туристов не обращают на это внимания.
Завершили встречу на приятной ноте. Согласно подсчетам, за прошедший туристический сезон в музее-заповеднике было проведено более 3000 экскурсий для приезжих групп туристов. А значит, что нашу республику смогли посетить более 100 000 путешественников. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.